Моленка на столе – забота о семье. Бытовая техника Позис. Стремление жить достойно, комфортно, радостно. Позис – техника добрых традиций. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Исходя из профессии нашего сегодняшнего гостя, можно было бы подумать, что его любимое место для творчества – это подиум. Однако он сам называет своим любимым местом кухню. Так ли это на самом деле? Сейчас проверим. Встречайте, Рустам Исхаков. Здрасте. Как и полагается, в гости я пришел не с пустыми руками. Варенье. Я думаю, что мы потом это с чаем употребим. Да, употребим. Большое спасибо. Что мы сегодня, Рустам, будем готовить и самое главное пробовать? Мы сегодня будем готовить кыстыбый. Я так подумал, потому что вроде на дворе лето, жарко, какие-то жирные мясные продукты не очень хочется и тяжело, поэтому мы будем делать кыстыбый. Рустам Исхаков – казанский дизайнер. Начал дизайнерскую карьеру в 1987 году. Постоянный участник Российской недели моды в Москве. С 2005 года выпускает одежду под собственным брендом. Имеет бутик в центре Казани, одевает известных в городе людей. Рустам Исхаков считает, что простота – это верх элегантности. Он уверен, что одежда должна подчеркивать вашу индивидуальность. Красивой можно сделать любую женщину, а вдохновение можно черпать в стилистических образах прошлого. Так считают и любимые клиентки Рустама – актрисы Марина Александрова, Дарья Мороз, телеведущая Татьяна Геворкян. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится… мука в первую очередь, наверное, да? Мука, яйца. Так. Лучок. Лучок, кефирчик. Кефирчик. Если имеется. Кефирчик имеется. Но я еще и заранее картошечки почистил. Прекрасно. Наш кефирчик называется Моленка. Ты слышал о таком? Не слышал, но буду знать теперь. Ну вот. Видишь, какой красивый. Попробуем. Лаврушка, масло. Лаврушка. Растительное. Все. Я попытаюсь сейчас делать тесто, готовить. А тебя попрошу нарезать лук. Конечно. И зелень. Конечно, и зелень. Вот. Особенно зелень я люблю. Одну луковицу, как и большинство детей, наверное. Я, естественно, любил летом ездить в деревню к бабушке. Понятно. С дедушкой. Я пас овец, коров. Вот так вот даже? Да, даже так. И вот почему я еще решил сделать кыстыбый. Я вообще ездил в Кукмурский район, в деревне там. И там называют это кузикмяк. Не кыстыбый, а кузикмяк. Но хотя это то же самое. Вот. И когда… Кузикмяк как-то переводится? Наверное, хлеб с глазами. И вот когда я пас коров, там в обед приносили обязательно кузикмяк. И у меня воспоминания именно детства, как бы. Добрые такие, да? Яйцо я пил, теперь нам нужно сюда добавить, я думаю, кефир. Кефирчика? Да. Ты сам откроешь? А я тебя отвлекаю. Режь? Открою. Бабушка, у меня воспоминания, что она чуть ли не каждый день что-то пекла. Интересно же, любопытно, а что будет сегодня? Чем будешь кормить, бабуль? Она всегда говорит, не знаю еще, что получится. Она никогда не говорила, что она готовит. А там еще целый ритуал, потому что в какой-то момент, когда она там что-то там загибает, разговаривать нельзя. Иначе, если беляш, например, под руку, да. Да, в тот момент, когда она закрывает беляш, если она будет разговаривать, примета такая, то беляш потечет. Кыстыбый или кузимяк – старинное традиционное татарское блюдо из теста с начинкой. Представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную или кашей, чаще пшенной, или рагу. А с конца 19 века кыстыбы стали делать с картофельным пюре. По виду напоминает незакрытый пирог или сочник. Начинка положена на одну половину лепешки и закрыта сверху второй половиной. Начинка варьируется в зависимости от предпочтений. Неизменным остается лишь принцип приготовления и рецепт теста.
Мука у нас уже просеяна, поэтому сейчас будем засыпать это все сюда. Мне сейчас нужно наше тесто довести до такой массы, густой довольно-таки, потому что лазить туда руками очень опасно, иначе тесто будет приставать. Да? И это будет, во-первых, не очень эстетично. Да, чувствуется человек моды. Это раз. И во-вторых, ну и неудобно, скажем так. Да? Поэтому сейчас мы это доведем до такой густой однородной массы. И может быть, давай я попробую? Да, пожалуйста. Можно еще туда добавить и еще раз помешать. А я могу в это время что-то говорить. Вода наша закипела. Вода закипела. Вот я сказал оставить одну луковицу. Эту луковицу, вот я ее сразу опущу туда. Так. Это так, для... Отвода глаз. Для аромата, для навара. Понятно. Вот. И, значит, мы должны туда еще положить пару лавровых листов. И после того, как мы уже опустим туда картошку, посолить чуть-чуть, и потом нужно будет сверху залить маслом для того, нормально, запускаем, и картошку туда. Для того, чтобы образовалась такая пленка, и у нас картошка сварится быстрее. В какой момент ты понял, что займешься именно своей нынешней профессией? То есть моделированием, да. Дизайн одежды. Но это было все не так, что я там проснулся и решил, пойду-ка я в модельеры. Все как-то складывалось. Но вообще я с детства испытывал любовь к рисованию. Начнем с того, да? После школы я пошел, закончил как раз Набережно-Челнинское училище искусств, пошел на отделение дизайнера. Вот. Это были годы перестроечные, 90-е годы, когда вроде в стране что-то происходило такое интересное. Ну, а именно, да? По всей России проходили конкурсы красоты. Каждый город выбирал свою миску. Значит, по России показы мод. Вячеслав Зайцев со своим театром мод. Казанский театр Ильдан Лик тоже. Конечно. Это когда... Потом еще был такой дизайнер из Тольятти Раф Сардаров, который тоже приехал в Челны, и было его как бы шоу, вот фэшн-шоу, и я посмотрел, мне это так безумно понравилось. Если еще учесть это то время, когда в магазинах уже ничего нет, ткани нет, и вдруг тут показывают такую красоту, ну как-то вот это... И очень важный момент, первый глянец, Бурда Модан. Конечно. Все, да, женщины там буквально их оборачивали. Целлофанчик. Да, чтобы не дай просили, бог. Пожалуйста, не переводите там эти лекала, там, они из контуров уже вываливаются просто, да? Ну, то есть вот было вот такое время. И как-то вот к тому времени я уже начал, думаю, а что, если самому что-то придумать, там, нарисовать, какую-то моду, какую-то одежду, да? И я начал как-то вот увлекся именно вот дизайном одежды. Ну, естественно, в Челнах тоже был свой театр моды. Я пришел, показал свои эскизы, она сказала, приходи давай к нам. То есть вот так вот? Да. Слушай, вот так можно было с улицы прийти, да? Показать свои работы. Да. И фактически тебя... Да, как-то так сложилось. И как-то оно пошло, да. Без чего не может обойтись модельер? Без фанатизма. Вот так. Да, вот я всем говорю, очень много приходит ко мне сейчас и выпускников из специализированных, да, учебных заведений, которые говорят, вот мы получили образование модельера, вот у меня диплом. И говорят, и что дальше? Я говорю, все зависит от вас. Моделируйте. И когда они спрашивают, тоже интересуются, как бы вот моей работой, почему-то больше задают вопросы, как часто я бываю за границей, вот так. как часто у меня проходят показы, как это все, ну вот этот вот, как сказать... Антураж. Да, но я даже удивился, когда, Валер, ты сказал, что я думал, что подиум, рабочее место, подиум – это маленькая часть, как бы, вот, всей работы, да. Его можно уже доставать. Так. Достаем, ну, тоже мы чуть-чуть так помнем. И главное, нужно сделать такую колбасочку, и мы должны это поделить на порции. Несколько частей. Да, мы делаем такие вот, можем даже, наверное, их отрывать. Вот конечно. Так. Вот такой шарик. Можно уже делать. Да? Да, где-то вот, чтобы в ладонь помещалось. Тут все зависит от того, какого размера мы хотим сделать эти лепешки.
Вот в деревнях любят делать большие такие лепешки. А мы сейчас попробуем, ну, что получится, то получится. Возьмем такие шарики. Понятно. Примерно, да? Вот. Тебе татарская кухня вообще вот сама по себе нравится, вот так, положа руку на сердце? Нравится. Как же не нравится-то? Это же у нас, наверное, уже в генах. Это уже сидит, что и наши клетки говорят: хочу, бәлеш, хочу, пишмах, хочу. Там. Вот у нас получилось где-то 6 шариков. Ну, получается, у нас будет сейчас 6 лепешек. Вот так сейчас будем так это вот катать. До какой? В общем? Ну, не очень тонко, не очень толсто. Вот ответ такой. Понятно, это правильно. Так, на глаз. А бабушка твоя как делала? А у нее все получалось, она вот так же делала от руки, но у нее идеальный круг получался. Вот он у меня такой не получается, но с другой стороны, зато видно, что это ручная работа, да? Эксклюзивные лепешки, слегка кривоватые. Я думаю, что на вкус, на качество это не повлияет. Лучше со специальными знаниями приходить в профессию или, наоборот, из другой профессии? Кто лучше, модельеры? Ну, профессионализм, конечно, он ценится всегда и везде, да, и профессионализм такая вещь, говорят, его не пропьешь, и это очень важно, да, вот, но я, как я уже говорил, я закончил Набережно-Челнинское училище искусств, и моя профессия не модельер, а организатор пространственной среды, то есть это более такое объемное, да, вот. И это мне в какой-то степени помогает. У меня нет специального образования модельера, но зато у меня в команде работают люди. Хочешь эстафету? Да. Главное, чтобы не раскатали за разговорами. Она уже почти, эта лепешка у нас готова. Вот единственное, там какой-то аппендикс с края вылез. Вот мы его должны, наверное, как-то отрезать и выбросить. Да. Многие говорят, да? Ой, Рустам, наверное, было тяжело, вот эти перестроечные годы, там как-то вот это все пробиваться, там чего-то делать. Я говорю, нет, было очень легко. Причем попадались и люди правильные, нужные, и события складывались так, как надо. Кто-то вдохновлял советом, кто-то помогал делом, и как-то оно так вот шло, и вот так пришло. Я даже помню, когда я был на втором курсе в училище, у нас музейная практика в Питер возили из училища. Вот, и мы проезжали через Москву. У меня уже к тому времени были эскизы мной нарисованы, их накопилось очень много. Естественно, мне хотелось их кому-то показать, кому-то, ну, который вот модельер. А в то время кто у нас модельер? Пьер Карден там, и у нас Вячеслав Михайлович Зайцев. Да. Я решил, поеду к Зайцеву. В Москве как раз будем в Питер ехать, проезжать через Москву. Зайду к Зайцеву, покажу ему эскизы, он посмотрит, там, ну, как поговорим. И когда я это своим однокурсникам говорила, они все смеялись. Говорят, это что, Рустам? Да Зайцеву? Может, прям к Кардену? Зайцеву? Да он вообще, наверное, будет не в России, если даже будет в Москве, ну, чтобы тебя, там, какого-то студента. А я в это вот верил свято. Это уже из той серии, как говорят, мысль материальна, да? То есть вот когда ты веришь и очень этого хочешь, то оно обязательно случается. Вот оно так и случилось. И когда я на проспекте Мира вышел с таким волнением, с трепетом, с папкой, иду, вижу там дом моды Слава Зайцев, вот прихожу,